Здравствуйте, уважаемые пользователи! Мы начинаем рубрику «Мир безграничных возможностей». На сегодня хотел бы прочитать статью о героине Динаре Шариповой. Первая статья, автор Глушаева Н. Статья называется «Все смогу». В газете «Вечерняя Алматы» за 21 год, 19 августа, страница 6. Эта статья рассказывается о том, что 32-летний инвалид-колясочник с диагнозом ДЦП Динара Шарипова, которая вышивает картины ногами, Динара ничего не может делать руками. С самого детства привыкла приспосабливаться к своим особенностям. До 10 лет Динара передвигалась с помощью спины и делала все лежа, но со временем научилась преодолевать недуг, смогла передвигаться сидя и выполнять простые действия с помощью ног. Динара ногами печатает на компьютере и вышивает картины из бисера, которые были выставлены в музее имени Абылхана Кастеева. Сегодня Динара пользуется спросом не только в Казахстане, но и за рубежом. В 2017 году Динара снялась в фильме «Девушка и море», режиссером которого выступил Азизхан Заиров. У Динары сбылась ее мечта и мотивация жизни, ее сын Аслан, ради которого она готова развиваться и совершенствоваться. Вторая статья также рассказывается о Динаре Шариповой в газете «Караван» за 21 год, 17 декабря, автор Сугирбаева «Карьера, сделанная ногами». Звезда фильма «Девушка в море» о 32-летней алматинке Динары Шариповой, будучи жертвой церебрального паралича, благодаря любви своей семьи и личному мужеству и упорству стала не просто успешным человеком, но и матерью здорового сына, вопреки обстоятельствам. Динара дистанционно окончила школу, поступила в Московский институт экономики и финансов, работала 8 лет в отделе кадров Капитал-банк Казахстана. Она вышивает ногами свои картины бисером. До 10 лет Динара могла лишь лежать. После реабилитационных занятий она смогла сесть в инвалидное кресло. На сегодня Динара работает как медиатор социальных сетей при Акимате. Следующая статья – это статья автора Глушаева «Широко закрытыми глазами». Несмотря на потерю зрения, Галым Нурланов научился видеть мир и теперь помогает другим не только оставаться в темноте, но и в одиночестве. Это статья в газете «Вечерняя Алматы». Статья о незрячем руководителе специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан Галыме Нурланове из города Тараза. Галым начал стремительно терять зрение еще в школьные годы. Для любознательного и тянущегося к знаниям мальчика это могло стать трагедией, но он сумел в своей недуге найти сильную сторону. Сейчас руководит специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих граждан и является победителем проекта «100 новых лиц Казахстана». Мальчику сделали операцию на глаза, но лучше не стало. Возможность видеть и читать становилась более размытой с каждым днем. Как признается Галым, это стало поворотным моментом в его жизни. В новой среде он получил возможность раскрыться и завести новых друзей, среди которых, как оказалось, была и его будущая избранница. Вместе с супругой Ленглит воспитывает 2 дочерей и называет это большим человеческим счастьем, которое состоялось благодаря вере в себя и доброту людей. Зная о том, что трудно незрячим людям найти поддержку, особенно детям, Галым открыл бесплатный курс обучения технике чтения по системе Брайля, компьютерной грамотности, а также помогал в трудоустройстве нуждающихся. В 2018 году идея Галыма открыть студию звукозаписи для аудиокниг стала победителем фонда «Болашак». Парень выиграл 2,5 миллиона тенге на открытие студии на базе библиотеки. В Казахстане большая нехватка аудиокниг на казахском языке, поэтому этот проект был очень необходим. Мы уже записали 100 разных аудиокниг, до 300-400 экземпляров. Раздали филиалы библиотеки во всех областях и всем желающим бесплатно. Теперь планирую открыть типографию, чтобы печатать книги шрифтом Брайля, делится библиотека Галым Нурланов. Галым также стал обладателем гран-при международного конкурса «Белая трость» в номинации «Чтение и письмо по системе Брайля». Кроме того, он является серебряным призером спартакиады среди легкоатлетов и ограниченными возможностями.
По словам Галыма, видеть мир широко закрытыми глазами – главное не терять веру в себя и стремительно открывать новые горизонты знаний. Спасибо за внимание. До следующих встреч.